Мы в прошлый раз вот затронули тему скреп, и ты меня даже так в упор спросил, а что ж такое эти скрепы? Я тебе как-то ответил, но потом уже понял, что оно так в оторванности от всего не прозвучало. То есть, если бы оно было в контексте какого-то моего более длинного изложения, то, может, было бы понятнее. А так оно прозвучало, на мой взгляд, так себе. И вот я хотел бы начать с уточнения этого момента. Да, что такое скрепы? Скрепы это или факты, или события, или даже какие-то явления, или конкретные лица, которые внутри русского мира, да, они действительно являются в том числе и яркой демонстрацией, яркой иллюстрацией того, как у них все сплетается воедино, и как оно все является неразрывным. Там, где у нормальных культур есть общество, есть государство, есть страна, есть еще что-то, это зачастую весьма разделимое, видное невооруженным глазом это разделение вещи, то здесь вот как раз особенно в области скреп, видно, как это все между собой переплетено. И служат им эти скрепы, вот, собственно, так, как они их и называют. Как это не банально. Это что не развалилось. Они, да, они скрепляют историю. То есть это не редактируемые пункты их истории. Они же постоянно переписывают свою историю. Вот на моей живой памяти, а мне даже еще чуть меньше 50 лет всего лишь, я вот сейчас наблюдаю уже 4-ю итерацию этого переписывания. В школе я учил советскую версию, там в 90-е годы они срочненько начали ее переписывать, ну, я бы ее назвал так условно, либерально-диссидентской, потом они ушли в монархию. Вот, а сейчас мы наблюдаем вообще такой полный кактус. Да, СССР 2.0, как Третий Рим, с реставрацией монархии, но без восстановления предыдущей монархической династии. Да, и вот при всем при этом вот эти все вещи, типа «Деды воевали», «Загадочная русская душа», «Великий русский язык и великая русская культура», «Спутник Гагарин», «Пушкин наше все», «Умом Россию не понять», «Особый путь». Вот это вот все и есть, да, скрепы, которые им внутри вот это вот все скрепляют, а с другой стороны это такая индульгенция. Вот когда ты даже самым там либерально настроенным, вроде бы европейски ориентированным кацапом начинаешь о чем-то разговаривать и начинаешь его перепирать к стенке вот какими-то вопросами, ну, тем же Крымом, предположим, да, или какими-то там более тонкими вещами. Про Крым они уже все выучили, да, тут уже. Вот. В какой-то момент он такой, а это загадочная русская душа. Чик-чирик, я в домике. И вроде как действительно ответить нечего. Действительно получается, тут даже можно использовать вот тот самый аргумент из нашей предыдущей беседы, когда человеку другой культуры не понять до конца все нюансы этой культуры. Так вот, собственно, мое предложение, не то что мое предложение, а вот один из моих видов культурологических работ, это вот беспристрастный научный подход к рассмотрению этих скреп. То есть как это умом Россию не понять? Наука, если не может понять, то может, по крайней мере, попытаться все. Для этого цивилизации науку и придумали. Вот. И вот, собственно, наши эти разговоры, наш цикл, надеюсь, который состоится на Миновите, программ там или бесед, он как раз вот о том, что давайте в какой-то последовательности, не обязательно в хронологической, по большому счету, там можно какую... Пока я не вижу сценария для этого, но давайте брать скрепу за скрепой и методично на нее вот смотреть, детерминировать, разбирать под микроскопом
смотреть с нашей стороны этого предметного стекла на том, как же она выглядит и что же оно такое есть. И вот и в качестве начала, и в качестве предисловия для ответа на один из твоих предыдущих вопросов я хотел бы сейчас вот прямо начать рассмотрение скрепы под названием «Особый русский путь», она же Александр Невский. Тем более, что вот как раз 800 лет этого якобы всего они сейчас и собираются отмечать. И вот для разгона я хочу как раз прочитать тут буквально несколько предложений. Свеженькая версия вот того, что было там. Среди правящей элиты складываются две группировки. Первая во главе с Александром Невским. Он сторонник ориентации на Орду. Он специально едет к Батыю и становится его приемным сыном. Ценой подарков и унижений он добивается того, чтобы монгольские дружины были в Новгороде. В ледовом побоище частично участвовали и монголы. Вторая – это прозападная группировка, ищущая помощи у католической Европы. Это часть новгородцев, среди которых сепаратистские настроения всегда были сильны. Эту часть новгородцев возглавили Андрей Ярославович и Даниил Галицкий, новгородцы. Орда не покушалась на внутренний строй княжеств и на русскую веру. Крестоносцы же были настроены агрессивно. Союз с Ордой можно считать исторически оправданным, так как монголы не покушались на православную веру, на внутренний строй Руси, в отличие от Запада, так как они либо уничтожали славянские племена, либо окатоличивали. Западная экспансия привела западную часть Руси, сейчас Украина, в захолустье. Монгольская ига не была благом для Руси, но это было меньшее зло. Я вижу по выражению твоего лица, что тебе уже понравилось. Так, это частка того, что они переписали, я так разумею, да? Ну, тут же дело не в том, что они переписали, как они описали процесс. Ну, это современная редакция, но на самом деле это скрепа, которая чуть-чуть звучит по-современному. Вот она не изменялась ни в советской версии истории. Это вот начало так называемого особого пути России. Это то, что они называют особый путь России. То есть то, что Александр Невский, предав всех и вся, да, ну не только лично он один, а всем этим московским обществом, превратился в приемного сына. Бог его знает, как оно там было на самом деле, но, видимо, было настолько тяжело, что они даже сейчас не могут не написать еще и унижение. Да? То есть я сейчас употреблю сильное слово, я вас иначе это как б***ством назвать не могу. Причем это не оскорбление, это чисто техническое название. Точно так же вот ты вчера слегка тебя смущало слово «кацапы», да? Так вот здесь вот имеет место быть б***ство. Более того, я сейчас хотел бы сделать немножко отступление в сторону и сказать, что просто отсутствует терминологическая база. Я против, вот когда мы рассматриваем, если мы уже рассматриваем с научной точки зрения, то давайте избегать эвфемизмов. Особый русский путь – это завуалированное название вот этого всего безобразия. Да? Я считаю, что б***ство из всех, которые у меня есть, оно наиболее близкое к этому. Более того, это практически невозможно перевести на какой другой язык в чистом виде. То есть передать это слово, это же не проституция, внимание. Я не только о проституции говорю. Ну так, там можно приметники шукать, да, проституция, вот, брудная. Так вот, я к тому, что, на мой взгляд, изучать и детерминировать русский мир можно только на русском языке, с помощью русского языка как инструмента. Я очень давно
думал над этим вопросом, я начинал об этом думать вообще вот с точки зрения как раз европейских позиций, которые я декларировал в прошлый раз, что мы в цивилизации, поскольку мы движемся к бесконечно далекой цели, мы все время испытываем необходимость в ресурсах. У нас всегда дефицит ресурсов, у нас ничего не пропадает, и мы все стараемся использовать. И я вот долго находился в вопросе, а где ж... Окей, да, я вроде как сам сказал, сам с этим согласен, но что же делать с русским языком? Зачем же нам нужен вот этот вот инструмент, в общем-то, лжи? Пиджин славянский язык, который много столетий, кстати, его тоже нужно рассмотреть как скрепу, я рассматриваю, это отдельный пункт, я сейчас просто делаю ремарочку, скорее описывая, вот зачем, почему я так резко употребил б***ство, чем рассказываю русский язык. И вот я пришел к выводу, что да, что русский язык, вот тут ему и место, технический язык для изучения вот, культурной аномалии. Вот как латынь технический язык в ботанике там, и зоологии, и в медицине, вот место русского языка. Более того, тогда становится понятно и становится очень просто с русским языком сделать еще одну вещь. Вот то, как я использую русский язык, я постоянно обращаю внимание на однозначность каждого моего слова. То есть перевод меня с русского языка, он достаточно прост на любой язык мира, на украинский, на белорусский, на английский. Технический перевод меня будет практически неотличим от литературного. Чего не скажешь об обычном русском языке. Да, вот это вот не все так однозначно, не все так просто, да, вот порождает миллионы и миллионы толкований и вариантов перевода. И вот мое предложение одновременно с заявлением о том, что русский язык – это технический язык, прекратить переводить с русского языка. С русского нужно адаптировать. Только небольшое количество текстов, которые мы в состоянии перевести в техническом смысле, может быть переведено. А все остальное – это не translate by, а adapted by. Вот такая вот ремарочка. Теперь я возвращаюсь к вот этому вот б***ству. Причем я хочу обратить внимание, что б***ство – это не персональное, это я буду Жневским, так? Общество, да, это совершил коллектив. Причем вот опять же, это же многогранный процесс, и я даже сейчас его довольно поверхностно буду рассматривать, иначе тут работает действительно целый научный коллектив. Вот один вот этот вот момент с сепаратизмом, с якобы сепаратизмом всех остальных, то есть это вот тот случай, когда вся рота идет не в ногу, а один поручик в ногу. Это вот этот вот момент. И когда кто-то персонально вдруг заявляет, что нет, что вы, когда его поймали на горячем, я не блядь, это все остальные блядь. Это, безусловно, вопрос психиатрический. А что делать, когда, вот как называть, и как вообще называть, и как к этому относиться, если это делает целое общество, и это, как традиция, передается из поколения в поколение. И этому уже 800 лет. Обращаю внимание, напоминаю, я говорю о скрепе. И вот это вот все называется особый путь России. И вот теперь я всего лишь поверхностно коснулся этой скрепы. И сейчас я попробую объяснить, почему я с нее начал. И вот теперь мы переносимся на 800 лет вперед, сюда, вот к нам, в современность. И вспоминаем замечательного, тонкого, умного, чудесного со всех сторон товарища Кацапа Каспарова, которого ты вчера упомянул. И вот вопрос товарищу Каспарову. А как он видит прекрасную Россию будущего? Это у них сейчас такой термин появляется, да? Вот как вы видите, Гарри Кимович, прекрасную Россию будущего? И вот как только он начнет говорить, да, о особом пути России,
о чем-то среднем между Европой и Азией. Или даже если не говорить вслух, то учитывать это в виду, то сразу становится понятно, что это какая-то, ну, это опять русский мир. Потому что вот во всем его представлении о будущем, как минимум один кирпичик в фундаменте, который лежит еще 800 лет назад, он уже бракованный. А такой кирпичик, он же не единственный. И я, в общем-то, плавно подвожу к тому, что получается, я довольно быстро прошелся по скрепам. Пожалуй, вот наверное, наша главная тема сегодняшнего разговора, если не передумаем, это вот тот вот самый ключевой тестовый вопрос, который позволяет отличить кацапа от настоящего цивилизованного человека. Не вопрос, чей Крым, а вопрос, а какой вы видите прекрасную Россию будущего? Потому что на самом деле все их варианты, которые они предлагают, они на сегодня с негативной коннотацией. То есть прекрасная Россия будущего – это без Путина, прекрасная Россия будущего – это без коррупции. Но это все замечательно, это и так всем понятно. А с позитивной коннотацией что? Только не нужно нам рассказывать про демократическую Россию, потому что, ну, опять же, мы только что уже говорили про русский язык и так далее, и даже если вдруг выяснится, что замечательный, чудесный, высокообразованный русский либерал-интеллигент выдаст нам правильное определение демократии, мы же опять же знаем, и в последний наш с тобой разговор вспоминали, что экспорт демократии просто так не работает. То есть получается, что если вот это вот все не исключить, и если исключить все вот эти вот скрепы, ну, заочно мне поверив, что все они детерминируются страшно и бесповоротно, то получается, что мы приходим к совершенно однозначному выводу, что прекрасной России будущего нет. Ее не существует ни на государственном уровне. Я, по крайней мере, не вижу. Я долго об этом думал, но я не могу себе представить модель прекрасной России будущего как государства. Нет модели прекрасной России будущего как общества. Более того, мы уже начали, опять же, в предыдущем разговоре, и мы уже сейчас понимаем, что прекрасной России будущего нет даже в более широком смысле. Прекрасной России будущего нет как культурной системы. Потому что, ну, где место в будущем человечества, системе, которая вот основана на отрицании ценности человеческой жизни? У нас свежеиспеченная мечта терраформирования Марса. И эта мечта не фантастическая, это мечта серьезная, и многие уже туда движутся в полный рост. А терраформирование Марса – это ж просто расширение нашего жизненного пространства из серии «просто так», потому что хотим и потому что можем. Это из ничего создается, як писав наш Тарас Григорович Шевченко, классик, «Садок вишневий біля хати, і хрущі над вишнями гудуть». Да? То есть, да, понятно, что на Земле есть проблемы, понятно, что есть прогрессивное меньшинство, и я одно из них, которое хотело бы побыстрее реализовать общество нового типа. Ты, кстати, смотрел видео, не смотрел? Я так немножко забегаю вперед, про Марс. Да, я там вот говорю, то есть это тоже серьезный шаг навстречу будущего человечества, точно так же, как Маск конструирует ракеты, я тихонечко себе конструирую социальные системы, и я себе позволяю думать об обществе будущего, где полноценный гражданин не только подписывается под билем о правах, но и подписывает декларацию об ответственности, о понимании своих обязанностей как полноценного гражданина. Где в этом будущем человечества место прекрасной России, вот со всем ее вот этим вот. А если все это исключить, то и России-то, получается, по большому счету и нет. Так что вот я уже начинаю повторяться, но на всякий случай заканчиваю, подчеркну, на мой взгляд,
Нам удалось сформулировать очень качественный контрольный вопрос. Расскажите о том, как вы представляете себе прекрасную Россию будущего. Этот вопрос позволяет все расставить сразу на свои места. І тут, напевно, так же, як і з Кримом, нема неправильного отказа. Есть только один отказ, так, правильно? Ну, получается, что да. Но, конечно, сложно к нему прийти, но я к тому, что тут достаточно, мне кажется, послушать будет риторику отвечающего. То есть, как только там зазвучат про загадочную русскую душу, про великую русскую культуру, про особый путь, который мы только что уже слегка обсудили, сразу станет понятно, что это точно маскируется. Да? Я, до речі, не ведаю, як би адказаў на гэтае пытанне той же Гарри Каспаров, потому что, ну, відавочна, что ёсць те ж самыя буряты, гэтыя, як называется, Республика Саха, Якутия, и там есть куча народов, которые сегодня знищиваются, и их мова, и культура просто загинается. И Россия, як держава, я так само не бачу, як она может існаваць, калі у вас есть Владивосток и калі у вас есть Смоленск. То есть это разные... А вот он видит. Я не хотел бы, чтобы мы сейчас, наш разговор превращался в закапывание конкретно Каспарова. Ну, да. И я не готов его напрямую цитировать, но я его слушал и слушаю в последнее время. Я же постоянно мониторю их пространство, и я практически уверен, что он упоминал в своих последних разговорах про сложные положения между Европой и Азией. Ну, в любом случае, если он участвует в каких-то движениях за светлое будущее России, если он поддерживает Навального и так далее, то однозначно он поддерживает. Ну, а если нет, ну, значит, вот тогда мы можем поздравить и себя, и его, и закричать «Эврика!», наконец-то мы действительно нашли уникального товарища Кацапа, который не только перестал быть Кацапом, но и превратился в цивилизованного человека. И по большому счету это достаточно печальное подтверждение, потому что он же превратился не сразу. То есть для этого нужно себя изъять из этой среды, раз, надолго, и б, очень долго работать над собой в этом направлении. То есть в каком-то смысле это то, о чем я говорю. У меня есть тоже такие знакомые. У меня есть конкретный знакомый, который живет в России, который вообще никак не видит прекрасную Россию будущего. Я тебе про него говорил, что вот при всем при этом человек, попадая в эту среду и возвращаясь сюда обратно к нам в цивилизованный мир, какое-то время автоматически все равно ведет себя на бытовом уровне, как товарищ. Ну, я тебе пашу, насамрэч, мне будзе і далей цікава дазнацца пра тыя скрэпы, которые ты адкапаў, тому что, ну, то есть я могу их, можа, нават пералічыць, я не думаю, что я их пералічу ўсе, але мне цікава, як ты их описываешь даволі з таким, ну, я не ведаю, ты называешь гэта навуковым падыходам, я ж не навуковец, ну, с даволі цікавым опісательным характарам, я б назваў гэта так. І вось. Адзінае, што мне вось пытанне зноў жа автопнае, зусім автопнае. То есть я заўсёды людзей, которые ставяць сваёй мэтай даследаванне нават вось такога негатыўнага канструкту, як ну, вось Расія і ну, Рейхстаг, Рейх, рашызм. Я заўсёды задаюся пытаннем, ну, глядзі, ты даследуеш нешта негатыўнае. А што будзе, вось, калі раптам гэта негатыўнае знікне? Што адбудзецца з тваім жыццём? Таму што зараз амаль 100% твайго жыцця складаецца з даследавання вось гэтага негатыўнага пласту. То есть, і я як буддыст, і я як эзотэрык веру, што пра нас праходзіць гэтая колькасць энергіі негатыўнай, яна так ці інакш пакідае свой след. І ці не становішся ты, ну, вось, пасля
угляданию в эту черную дырку сам этой черной дыркой и не... Я понял тебя. Хороший вопрос, попробую. Ну, во-первых, я сам не науковец, я сам не ученый, и я просто, ну, это очень простая вещь, что имеется в виду под научным подходом. Да, это определение аксиомы и построение логической цепочки доказательства, когда между каждым утверждением присутствует причинно-следственная связь. Да? И если я где-то в чем-то ошибаюсь, то я либо неправильно формулирую звено, либо просто где-то оговариваюсь в связи. И для того, чтобы утверждение было справедливым, это я тебе сейчас очень общие принципы пересказываю, которыми ты и так наверняка руководствуешься. Как это проверяется? Это можно проверить в наши дни, в 21 веке, 3 способами. Это общая история, то есть общий архив, то есть, грубо говоря, так было, так делали, да, вот мы обращаемся к этому. Это вот собственный личный опыт, к которому стоит обращаться в последнюю очередь и, в общем-то, обращать на него внимание, когда он у тебя уже какой-то есть, ну, то есть, грубо говоря, не в 20 лет. И третье – это логика, это вот простые логические умозаключения. Если ты можешь подтвердить что-то, что ты наблюдаешь, желательно с двух сторон, то есть иметь источник внутри процесса и иметь источник снаружи процесса, либо совсем в идеале, чтобы процесс завершился полностью. И если ты хотя бы 2 из 3 вот этого вот из 3 перечисленных можешь подтвердить по 2 каналам хотя бы, например, общим историческим опытом и логикой, это подтверждается, все отлично, можешь даже к своему личному опыту не обращаться. Вот. И когда я говорил про научный метод, я имел в виду еще про беспристрастностью, то есть не стараясь оставаться максимально нейтральным, анализируя все это. Да, не идти на поводу эмоций, избегать по возможности лишних эпитетов, не украшать, не использовать метафоры, ну, как можно меньше аналогий и так далее. Вот это вот я называю научным подходом. Да? То есть, грубо говоря, чтобы то, что я формулирую, было аргументом и было убедительным само по себе, без моего участия, да, без моего личного присутствия, без моих личных эмоций, харизмы там и еще чего. Теперь насчет черной дыры. У тебя сложилось ошибочное впечатление. Ты пересмотри, например, даже то же видео с картинами. Во-первых, я художник. Да, и вот если ты посмотришь видео по последней выставке, там приличная, но даже не 50% часть посвящена русскому миру, моих работ. А еще одна часть работ посвящена Украине конкретно, а еще одна часть работ – это вообще лирика, натюрморты, портреты и все прочее. И еще одна часть работ научная, и я тебе даже одну картинку сегодня прислал, я вчера об этом начинал говорить. Это вот, да, я тебе показывал это в сигнале. И тут я разделяюсь, тут я, грубо говоря, прекращаю быть художником, тут скорее естественным образом это вытекло из программы университет, которую мы с Олегом Тистолом, тоже художником, внимание, започатковали еще в 2013 году. Постепенно системная работа по сбору и трансформации, трансляции знаний, которые нам были доступны просто как людям, я обнаружил, что все это превращается вот в то, что я обозначаю как системный взгляд на культурологию, системную ревизию культурных процессов вообще. И меня в первую очередь интересуют не товарищи кацапы. Да, я вчера формулировал. Меня в первую очередь интересует культура вообще, потому что, ну, грубо говоря, она меня в принципе интересует, а задумываясь об этом и приводя в порядок свои знания, я обнаружил, что есть и возможность, и потребность уже в нашу наступившую постинформационную эпоху вместо вот гуманитарных наук, которые превратились в поле мнений,
заняться системной ревизией, системным структурированием наших представлений о нас же самих. То есть, если физика, например, это наша попытка осмыслить и описать окружающую нас реальность, то есть, грубо говоря, Божий замысел, Божье творение, некую природу, и мы достаточно успешно и эффективно для себя уже 500 лет используем это как инструмент, то с точки зрения системной культурологии все намного скучнее. Это же наших рук творение, вот это же вот культура и система взаимодействия. Просто мы как минимум 2500 лет это делали достаточно сознательно, руководствуясь совершенно конкретными принципами, но у нас не было возможности, ресурсов, времени, сил, дефицит. Все это упирается, опять же, в тот самый дефицит информации, когда все делают, но никто не успевает не то чтобы записать, а даже узнать, а что же все делают. И вот сейчас, да, вот это вот, а это уже просто формулирование того, что я говорил вчера, на язык формул. То есть это уже разбиение первоначальной аксиомы на 3 базовые. Ну, это тема отдельного разговора. Но вот если говорить о культурных взглядах, то бездна тут это частность. Бездна тут это частность, и вытащил ее я на гора по той причине, что я художник в воюющей стране. А вы канал белорусских патриотов, которые находятся в такой же ситуации. И у нас это просто под боком, и нам это мешает жить, и это задача номер 1. То есть мы не смотрим в бездну, мы куем оружие. Так, мы удерживаем оборону на культурном фронте, потому что это самый запущенный участок, или как минимум участок, на который уходит меньше всего сил, когда взрываются реальные мины и стреляют реальные. Я хутчэй гэтым пытаннем свае нейкія страхі табе выказаў, потому что я боялся, что я калі пачну займацца там палітыкай, и гэта ў выніку ператворыць мяне ў такі мухамор, который ведаеш толькі... Понимаю, я тоже долгое время переживал, особенно когда я же этих чебурашек или прочих, я действительно их какое-то время делал, просто только их и делал. Да, и было ощущение, что это меня поглотит, но у меня это прошло просто так. Как это будет в твоем случае? Я думаю, что ты зря переживаешь, ну, и мы с тобой не очень давно знакомы, но мне кажется, что ты человек очень умный и человек, который дисциплинированно практикует самоконтроль и, так сказать, самоочистку и самогигиену. Так что... Уже треба вернуться. Я тыдзень, амаль 2 тыдні я кожны дзень медитировал, зараз нечто закинул, треба снова вернуться. Ну, да, причем ты же, опять же, мне кажется, может быть, даже инстинктивно, по причине всего вышеперечисленного еще много чего, ты же, смотри, ты же даже в этом процессе для себя избираешь такое образовательное направление. Ну так. Я просто зразумеў, что да. Я больше не могу казаць про то, что мне просто тяжко перамалывать, я уже сказал. То есть, и что мне притвориться? И более того, я как раз вот почему еще про эти скрепы и говорю, потому что мне тоже не то, чтобы хочется избавиться, я понимаю, что я дальше двигаться не буду, и потому что у меня действительно нет такого желания, и потому что на самом деле мне уже понятно, что как из ситуации с общей культурной ревизией, да, это вот сразу же становится понятно, что это дело не на одного человека и, скорее всего, не на одно поколение. Так и в ситуации с русским миром, я же не зря сказал о научном подходе, о русском языке как техническом и так далее. Я смотрю на будущее и думаю, грубо говоря, за других. Я понимаю, что весь этот феномен, даже когда он пойдет окончательно на дно, или даже особенно, когда он пойдет окончательно на дно, он, на мой взгляд, заслуживает вот такого детального, пристального изучения, ревизии и архивации по целому ряду причин. И я как раз вот очень рад, например, заранее рад, что
Даже вот в этой же конкретной скрепе с Александром Невским тут еще разбирать, распутывать, расшифровывать. Но я страшно рад, что этим буду заниматься не я. Я вам Потому что вот показал. там действительно, да, вот пускай кто-то, да, совсем беспристрастный из Америки, который сознательно выберет, вот как же люди выбирают, казалось бы, такие неприятные профессии, как патологоанатом, там, не знаю. Вот кто-то решит, что его задача кого-то увлечет вот с научной совсем точки зрения, кто-то выучит уже в высшем учебном заведении русский язык как второй, а может быть даже как третий. Есть еще питание наконт вось гэта навуковага падыходу, про который ты кажешь. То есть в моим разумении, что вось мы, коли там проверяем закон гравитации, то мы можем поставить там однозначные тесты и доведаться, что той ці іншы закон працуе. Як гэта працуе у дачыненні да вось гэтага поля меркаванняў, калі я выведу нейкую лагічную цепочку, нават пабудаваную на нейкіх аксіёмах, але гэта лагічная цепочка з адной маёй суб'ектыўнай кропкі бачання. То есть я так разумею, што ты прэтэндуеш на тое, што аб'ектыўнасць магчымая, а ў мяне нейкі погляд, што ўсё гэта суб'ектыўна, і мы, ну, калі мы будзем замахвацца на нейкую гэтую аб'ектыўнасць, то гэта, ну, просто чырпанне з акіяну. Я понял твой вопрос, то есть как проверить. Ну, смотри, с одной стороны, дело в том, что ситуация с гравитацией, там же тоже исторически складывалась не так. Она сначала была сформулирована, а потом уже спустя приличное количество времени доказано. Причем доказано, используя инструмент той же физики, грубо говоря. А почему приводят в пример Ньютона и яблоко? Потому что тут не нужно было ничего доказывать и не ставить дополнительных опытов. Это очевидно любому здравомыслящему человеку. Именно поэтому это аксиоматично. То есть из вот этого падающего яблока, ну, предположим, это красивая легенда, но пусть будет даже так. Ньютон вывел гораздо более общую закономерность. Точнее, даже ее доформулировали уже после Ньютона. А закономерность звучит так, что все тела притягиваются друг к другу, причем сила этого притяжения пропорциональна массе тел и обратно пропорционально там, расстоянию. Я боюсь сейчас запутаться. Вот это уже нужно было выводить и доказывать. А первый старт размышлений тут достаточно здравого смысла. И я исхожу именно из этого же. То есть то, что любая культура как система взаимодействий основывается на определении ценности человеческой жизни, это, ну, фундаментально аксиоматично, на мой взгляд. Это не просто субъективно. Субъективно – это когда только мне так кажется. Покажите мне, кто вступает в отношения, не задумываясь о том, пинать его будут или по головке погладят. Кто остается в отношениях, несмотря на то, что ничего не получает взамен. То есть, да, даже если он говорит, что меня там обижают и так далее, то это означает, что все равно, если он там остается, например, его держит соображение безопасности или еще чего-то. Потом, второе, я постоянно об этом говорю. Я не претендую, я всего лишь озвучиваю свою точку зрения, и я не претендую, что я прав вот здесь вот. Я наоборот говорю, что, ребята, если я не прав, пожалуйста, предложите вашу методику. Я считаю, что самое важное, что я делаю, я демонстрирую попытку таким образом подойти. Я демонстрирую возможность такую, и возможность, на мой взгляд, она появилась именно сейчас. Именно сейчас, в постинформационную эпоху, сейчас это, то есть буквально последние 10, 20, 30 лет. И если уже вдаваться в мою личную историю, то это то, что называется «я не выдержал», потому что, да, я человек, ударенный техническим образованием. У меня в анамнезе физмат-класс, и дальше в дипломе там специализация по компьютерным системам и искусственному интеллекту и так далее. Я
я просто абсолютный чайник, потому что диплом за 95-й год, а я дизайнером работал уже будучи студентом. То есть мне уже там было понятно, что я ошибся ровно на 180 градусов. Вот. Но я как раз вот помню, что я сильно приветствовал книжку Фукуямы под названием «Конец истории», потому что это была, на мой взгляд, чуть ли не первая более-менее системная попытка описать социальные процессы. Вот. И она была достаточно удачной. И после этого я стараюсь держать руку на пульсе и мониторить вот всяческую такую культурную публицистику, но в каждом из бестселлеров, в каждом из мне любопытных случаев, там один из последних, ой, что-то у меня плохо с этим именем, Юнон Харари, по-моему, израильский профессор, если нужно, я тебе сброшу ссылку. Ну, он такой, довольно известная его книжка. Еще более предыдущие, это там «Ружья, микробы и сталь», известная такая книжка. То есть вот попытка системно подойти к истории человечества. Я сначала каждый раз радовался, а потом разочаровался, потому что вот полной системности там и не было. То есть мне узгадывается, до речи, я натыкнулся на книжку, которая написана была расейцем. Да. Написал яе Гор Грид, так его звали, его псевдоним был. Як яна называлася, я яе знайду, калі табе цікава. І ён якраз таки так само пачынае ўсё класіфікаваць, і ў выніку прыходзіць да той же самай думкі, то есть ён спрабаваў знайсці определение слова, что такое жыццё, і ён там сказаў, што жыццё можно охарактарызаваць толькі тым, што яно імкнецца да лепшага. То есть яно называецца жыццём толькі тады, калі яно імкнецца да лепшага. То есть это самое ёмкое определение, як это будзе па-беларуску, азначэнне, што будзе перакласці. І ён у выніку у гэтай кніжцы прыходзіць, што ім трэба мэта. То есть чалавецтву, каб далей зрабіць гэты нейкі культурны скачок, трэба мэта. І вось мэтай ён паставіў, магчыма, я табе праспойлеру, хочешь, не буду спойлерить, калі ты хочешь. Давай. И он поставил мету досягнения бессмертности. Ну вот видишь, вот он уже загоняет в рамки. То есть это то, что называется формальная логика. И вот он уже себе придумал, что человечеству нужна цель, и вот он уже придумал за человечество эту цель, и вот он уже в своей собственной вселенной, а там дальше начинается, конечно, пир вот этой вот формальной логики, которую любят товарищи Кацапа. Так вот знову же питання. З усією моєю повагою до тебе, Андрій. Як зрозуміти, що ти не займаєшся формальной логикой, а займаешься науковым подходом? Мне, как человеку недосвеченному... Я еще раз обращаю твое внимание, если ты согласен с тем, что заявление о том, что любая культура базируется на определении ценностей человеческой жизни, если ты согласен принять это за аксиому, то вот я и не занимаюсь формальной логикой. Вот у нас есть живая аксиома. А дальше я вообще могу ничего не делать. То есть уже эврика, понимаешь? Уже люди, мы нашли культурологическую аксиому. Дальше уже дело техники. Дальше я пошел чебурашек рисовать или цветочки. Я буду счастлив даже не то, чтобы там было мое имя, Боже упаси. Если это внедрится в сознание, потому что вот я только что перечислял дичайшее количество народу, которым, на мой взгляд, перерабатывали кучу материала, проделали замечательную работу, но любой из этих книжек, любому из этих авторов, которые я не перечислял, не хватило всего лишь вот этой вот запчасти. Для того, чтобы их работа могла претендовать на действительно полный, системный, не искажающий взгляд на уровне любой точной науки. Чтобы любая из этих работ реабилитировала гуманитарные науки вообще и наконец-то их возвращала в лоно науки. То есть, по большому счету, я этим занимаюсь, потому что меня задрали философы, культурологи, антропологи и прочие критики, да, вот, которые вот используют вот это вот. Мне просто уже надоело снимать с ушей эту лапшу, и я вижу, что эта лапша не только у меня висит, а у нас у всех висит. Это обтяжує наш рух у майбутнє.